Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ. Здравствуйте! Доброе утро! Середина недели, среда, и вновь с вами мы, Рустем Каримуллин и Ассоль Мухамедзянова. Приветствуем вас! Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сразу два очень ценных специалиста – логопед и социолог. Всех их поздравляем! И еще сегодня Всемирный день борьбы с диабетом. Об этом и не только. Поговорим сегодня подробнее. Вместе против диабета. Как предотвратить эту опасную болезнь? Форма. Секреты правильной планки. Приятного аппетита! Готовим шоколадный напиток с орехами. Начнем с первой заявленной темы. 14 ноября было выбрано Днем борьбы с диабетом не просто так. Именно в этот день, в 1891 году, родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Именно он в январе 1922 года впервые в истории сделал инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, страдавшему тяжелой формой сахарного диабета, и тем самым спас его жизнь. А в нашем первом сюжете вы узнаете, как далеко продвинулось изучение способов борьбы с этим грозным заболеванием всего за 100 лет. Этот недуг сейчас входит в тройку самых опасных болезней века, наряду с раком и атеросклерозом. Количество больных в нашей республике достигает 100 тысяч человек, официально, на деле в 4 раза больше. В группу риска, как правило, входят люди с избыточным весом, ведущие малоподвижный образ жизни, а у 80% виноваты гены. Генетический анализ на сахарный диабет проводят в Казанском государственном медицинском университете. Берется обычный материал, соскоб, это с ротовой полости, букальные эпителий. Из этого соскоба выделяется ДНК. ДНК – это носитель генетической информации, на который мы и смотрим, есть какие-то там мутации или нет. Человек уже может с детства узнать, есть ли у него риск развития сахарного диабета. Если у него есть, он предпринимает меры. Если диагностика подтвердила предрасположенность к диабету, то отчаиваться, конечно, не стоит. Отныне нужно просто будет соблюдать здоровый образ жизни и питание. Например, есть определенные фрукты и воздержаться от соков из них. Фрукты, которые могут употреблять больные с сахарным диабетом, это яблоки, груши, это черника, это апельсины и любые цитрусовые. Соответственно, эти продукты богаты фруктозой, они не поднимают уровень глюкозы в крови, они будут замедлять развитие сахарного диабета. Если мы говорим о соках из этих фруктов, то они полезны только свежевыжатые и ограниченное количество времени. Через 10, максимум 20 минут витаминоподобные вещества разрушаются. Если мы говорим о пакетированных соках, то большая часть соков, которые присутствуют у нас на рынке, идут с добавлением глюкозы. А такие продукты больные с сахарным диабетом употреблять не должны. Содержание полезных веществ там минимальное. Заподозрить болезнь можно и самому. Вот симптомы. Постоянные высыпания на коже, фурункулы, кровоточивость и рыхлость десен, шаткость зубов, нарушение половой функции и снижение уровня либидо. Лечит и весьма успешно диабет в единственном на весь Татарстан диабетологическом центре в Казани. Диабет лечится, но не излечивается. Но лечится очень хорошо по нынешним временам. Единственное, чтобы у пациента была мотивация к этому. Существует диабет первого типа, так? 95% или 90% инсулярного аппарата повреждено. А второй тип – это когда, в общем-то, повреждается небольшой объем инсулярного аппарата. Вот, ну, скажем, порядка 50%. И, соответственно, они могут, в общем-то, коррегироваться на диете или на таблетке. Беда в том, что именно при втором типе диабета формируется незаметно очень серьезное осложнение. Вот. Это
прежде всего сосудистое осложнение. У кого-то, допустим, с поражением глаз идет, то есть повреждение сетчатки и, соответственно, развивается слепота. Сейчас в поликлиниках пациентам предлагают сдать анализ крови на скрытый сахарный диабет. Заболевание может развиваться до 5 лет, пока вы о нем узнаете. Поэтому так важно заранее сделать анализ. Продолжаем нашу программу. Профилактика лучше лечения. Давайте еще раз в этом убедимся, поговорив с Татьяной Никишовой, врачом-эндокринологом, доцентом кафедры эндокринологии Казанской государственной медицинской академии. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Владимировна, все знают, что диабет тяжелая болезнь. И также все знают, что будешь много есть конфет, то себе ее наешь. Правда ли это? Да, в какой-то степени это так. Но, конечно, ожирение, сахарный диабет – это тяжелое заболевание. И для того, чтобы наша самая главная задача – это предупредить это заболевание. И для этого необходимо знать основные причины этого заболевания. Значит, первая причина – это, конечно, избыточная масса тела, ожирение. Можно сказать, это самая главная причина, которая приводит к сахарному диабету. И 90% пациентов, которые страдают ожирением, они могут заболеть сахарным диабетом. Причиной развития сахарного диабета является и также в первую очередь это генетическая предрасположенность. То есть наследственность имеет большое значение. Да? И, конечно, ожирение. Ожирение тоже имеет наследственную предрасположенность. Если, допустим, один родитель страдает ожирением, то, конечно, будет страдать 40% детей у этой семейной пары в будущем. Если, допустим, страдают оба родителя, то в этом случае 80% уже детей будут страдать сахарным ожирением. И поэтому на сегодняшний день для того, чтобы уменьшить число, количество людей, которые страдают ожирением, которые страдают сахарным диабетом, это борьба с ожирением. А какие первые симптомы заболевания? Вот человек может самостоятельно обнаружить. Да. Сахарного диабета. Да, сахарного диабета именно. Здесь необходимо рассмотреть два типа сахарного диабета. Бывает два типа сахарного диабета. Это сахарный диабет первого типа. Это когда имеется заболевание, допустим, поджелудочной железы, где вырабатывается гормон инсулин. И в силу каких-то вирусных заболеваний в этом случае или патологии поджелудочной железы инсулина вырабатывается мало, и поэтому имеется недостаток этого инсулина. И в этом случае у этих пациентов диагностируется сахарный диабет первого типа, клиническими признаками которого в первую очередь являются это такие признаки, как жажда, общая слабость. Вот. И лечение при сахарном диабете первого типа – это, конечно, инсулинотерапия, основное лечение. Но среди всего населения большой процент заболеваемости сахарного диабета наблюдает сахарный диабет второго типа. И вот как раз сахарный диабет, причинами развития сахарного диабета второго типа является ожирение, генетическая предрасположенность и ожирение. И причинами почему в настоящее время, до сегодняшнего дня, ранней диагностики сахарного диабета нет. Нет возможности осуществлять эту диагностику раннего развития сахарного диабета, потому что это в начале заболевания эта болезнь бывает обычно молчаливой. И с момента нарушения обменных процессов до появления признаков, уже клинических признаков сахарного диабета, проходит где-то 10-15 лет. Татьяна Владимировна, мы обязательно с вами продолжим эту тему. Я думаю, это многих интересует. Друзья, ни в коем случае не переключайтесь. Мы сейчас прервемся на рекламу и скоро вернемся. Доброе утро, наша программа продолжается, и мы продолжаем нашу утреннюю беседу с Татьяной Никишовой, врачом-эндокринологом, доцентом кафедры эндокринологии Казанской государственной медицинской академии. Доброе утро еще Доброе раз. Утро. Татьяна Владимировна, насколько мы знаем, что болезнь, она молодеет. Да, конечно, и это
Ну, серьезная очень проблема, потому что на сегодняшний день среди молодых людей около 20% где-то в возрасте от 17 до 20 лет страдают сахарным диабетом. И это, конечно, в первую очередь связано с ростом пациентов с ожирением. И что очень плачевно, то, что среди детей, значит, тоже молодеет сахарный диабет, и где-то около 22% среди детей страдают сахарным диабетом. Он же это, врожденный конечно, бывает? очень серьезно. Врожденный также бывает? Но мы говорим сейчас о сахарном диабете, допустим, второго типа, когда причиной развития в основном этого заболевания является ожирение или избыточная масса тела. Но с этим это к ожирению, поэтому надо рассматривать причины ожирения для того, чтобы хотя бы снизить заболеваемость среди молодых и среди детского возраста заболевания сахарным диабетом. Многие родители, мне кажется, совершают ошибку, бывает, перекармливая детей, да, и тем самым ребенок, смотришь, иногда идет ребенок, понятно, что вроде пухленький, симпатичный, но понимаешь, что это может стать причиной заболеваний. Да, конечно, стереотип питания в семье имеет очень большое значение. И если родители привыкли злоупотреблять жирной пищей, углеводистой пищей, в этом случае ребенок, который находится в этой семье, также он употребляет эти продукты, и в последующем это приводит, конечно, к ожирению и к сахарному диабету. И выделяют несколько периодов жизни, значит, как и детей, так и взрослых, когда риск заболевания сахарным диабетом возрастает. Это первое, когда ребенок рождается, и если он рождается свыше 4 килограмм, это уже факт. Факт причины того, что в будущем он будет страдать ожирением, которое дальше приводит к сахарному диабету. Или также начинают кормить ребенка до 3 где-то лет. Если перекармливают ребенка, то количество жировых клеток увеличивается в размере, и дальше он в это время может быть пухленький, быть ребенок, такой страдающий повышенной массой тела. Для родителей это радость, но в последующем этот ребенок, ожирение у него, конечно, скорее всего, будет ожирение, которое дальше это будет приводить к сахарному диабету. Расскажите о правильном рационе и образе жизни для профилактики диабета. Для профилактики диабета, конечно, это самое главное, это исключить причину, которая приводит к сахарному диабету. И я считаю, что это самое главное. Лучше, конечно, предупредить, профилактикой заниматься тем, чем лечить сахарный диабет. И в этом случае, конечно, необходимо поменять образ жизни, то есть неправильно говорить диета, терапия, вообще образ жизни этого человека поменять. И это имеет, под этим подразумевается правильное питание, не диета, терапия, а правильное питание, уже пожизненное питание, чтобы возврата к этому не было. Минимизировать сладкое. Какой должен быть рацион, из чего состоять? Значит, в рационе должны быть белки, жиры и углеводы обязательно. Белков должно быть 20% от общего рациона, и в основном, значит, белки как животного происхождения, так и растительного происхождения обязательно. Дальше углеводы. Углеводы где-то 60% должно быть в рационе, очень много. Но что очень важно, что необходимо исключить или даже уменьшить количество легко усвояемых углеводов, к которым относятся сахар, допустим, мучные продукты. И включить углеводы, которые трудно усваиваются организмом, которые медленно повышают сахар в крови. И к этим углеводам относятся все те углеводы, которые содержатся во фруктах, в овощах, когда им клетчатка. Татьяна Владимировна, у нас, к сожалению, время передачи ограничено, но очень важная тема. И самый главный вопрос, который хочется тоже задать, это при каких значениях стоит обращаться к врачу и как часто нужно проверять уровень сахара в крови?
Ну, уровень сахара в крови, я считаю, надо проверять 1 раз в полгода. Это всем, допустим, И всему какое населению, всем, значит, какое значение? Да. Значит, и при значении сахара в крови, допустим, уже 5,5 миллимолей или чуть выше, это уже говорит о том, что нужно обращаться, потому что предвестниками развития сахарного диабета, появления сахарного диабета, клинические признаки отсутствуют, я сказала, на протяжении 10-15 лет, и только по уровню повышенного содержания сахара люди уже обращаются. Спасибо вам большое, Спасибо Татьяна вам Владимировна. большое, что ответили на наши вопросы. Тема действительно очень важная. Я думаю, что мы еще обязательно с вами встретимся. Наверное. Спасибо большое. Ну а сейчас мы продолжаем нашу программу и гороскоп. Овны. День благоприятен для любой работы. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы быстро достигнете успеха. Тельцы. Суета этого дня несколько осложнит отношения с родственниками или коллегами, однако ваша коммуникабельность поможет разрешить все назревающие конфликты. Близнецы. Сегодня иметь шанс на успех будут любые, даже самые рискованные дела. Однако любовные контакты с представителями противоположного пола осложнятся обидами и недомолвками. Интересно. Раки. В целом у вас благоприятный день. Возможно, вы решите проблему, которая очень волновала вас в последнее время. Хороши эти сутки для долгосрочного планирования. Лев. Не исключено, что вам сегодня потребуется материальная помощь. Не стесняйтесь обратиться за нею к друзьям или родственникам. Будьте уверены, они помогут вам в вашей просьбе. Девы, сегодня постарайтесь найти в себе силы на время отойти от активных дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединении и осмыслении последних событий. А мы продолжаем, и сейчас время готовить. На этот раз оригинальное ореховое молоко. Для приготовления напитка возьмите 2 стакана сырого фундука, предварительно замоченного на ночь в воде, 5-7 столовых ложек кэроба или сырого какао-порошка, 4,5 стакана фильтрованной воды. Слейте воду и промойте фундук. Небольшую часть отложите и залейте стаканом воды. Взбейте до однородности, постепенно добавляя оставшуюся воду и орехи. Процедите через марлю или полотенце. Добавьте какао и перемешайте. По желанию положите ложку меда. Приятного аппетита! Мы продолжаем, и никак мы не можем сегодня уйти от темы еды. Не сделаем это и сейчас. В нашем эфире «Завтрак» с очередными интересными людьми. Доброе утро, друзья! С вами Гульнара Махмутова, значит, время делового завтрака. Сегодня мы в парке Урицкого. Как совместить бизнес и творчество, нам расскажет Эрик Гайфетдинов. Эрик, доброе утро! Доброе утро! Вы умудряетесь успешно совмещать бизнес и творческое направление. Они не противоречат друг другу? На самом деле много такого присутствует, в нашей жизни, что люди думают, что творчество, оно не монетизируемо, что нельзя на нем зарабатывать. Как у нас получилось? Мой партнер, она художник, а я предприниматель. И, наверное, если рассматривать людей, они делятся, по моему мнению, на 2 категории. Есть люди-продукты, есть люди-продажи. Я точно не продукт. Я, к сожалению, терпеть не могу ничего делать руками. Может быть, к счастью. Но мне нравится продавать. Вы руководитель довольно успешной студии. Чем она занимается? На сегодняшний день у нас 4 направления. Картины, офлайн-школа, онлайн-школа и франчайзинг офлайн-школы. Эрик, у нас на встрече старшеклассники города, у них тоже много вопросов к вам. Давайте послушаем. Давайте. Какие качества вам помогают в работе, а какие мешают? Умение рисковать. Умение рисковать, умение
сначала сделать, потом подумать, серьезно. Очень важный навык для предпринимателя, вот 100%, мне кажется, первый навык. Сделать как-то. Пусть будет продукт немножко сырой, пусть людям не все понравится. У вас есть огромное преимущество, вы соберете обратную связь, вы поймете, что можно улучшить, и уже допилитесь потом продукт. Что мешает? Наверное, мне кажется, что я слишком медленный. То есть я ориентируюсь на людей, там, у кого больше финансовые результаты, они просто космические ракеты, а я, ну, там, какой-то трамвай, наверное, не знаю. Скорость, она важна. Вот. Эрик, я очень люблю творчество художников-авангардистов. А как вы считаете, почему авангард не так часто используется в нашем обыденном интерьере? Я считаю, что дело в менталитете России. Если говорить про Россию, то да, действительно, то есть авангард не так сильно развит здесь, и клиенты, кто покупает картины, кто оформляет интерьеры, они его не так часто используют. Из наших 100 в месяц клиентов 95 это Москва. То есть у нас Казань вообще ничего не покупает. То, на чем мы сфокусированы, на интерьерной, на современной живописи, это больше востребовано в Европе, в Москве там, и так далее. Эрик, вот иногда в голову приходит гениальная идея бизнеса. Как не сбиться на ошибки и провалы? Надо в первую очередь понять, осознать, что 100% они будут. То есть и ошибки, и провалы 100% будут. И как понять? Понять, наверное, только единственным способом пробовать еще больше. И чем больше, на самом деле, будет ошибок, тем лучше. А самое главное, чтобы эти ошибки не утопили тебя. Вот. Но как только идея пришла, как только она появилась, быстро нужно попробовать. То есть не получилось, упал, поднялся, дальше пошел. Друзья, департамент продовольствия приготовил нам сегодня к завтраку вкусные полезные блюда. Предлагаю подкрепиться. Кстати, Эрик, если вы еще не подписаны на их страничку в Инстаграм, сделайте это обязательно. Всем приятного аппетита! Наш деловой завтрак подошел к концу. Спасибо большое, что уделили нам время в вашем плотном графике. Желаем старшеклассникам отличных оценок, а телезрителям хорошего дня. 12 ноября начал свое вещание телеканал для детей Шаян ТВ. Давайте посмотрим, как проходило его открытие. От детей и для детей Шаян ТВ начал свое вещание. В эфире программы самых разных форматов. От мультфильмов до познавательных шоу, в которых научные факты объясняются доступно и интересно. Команда создателей заранее узнавала, что заинтересует маленьких зрителей. А официально дал старт первому эфиру президент Татарстана Рустам Минниханов. Главная задача, этот канал должен быть востребован, интересным, потому что язык через игры, через какие-то интересные материалы лучше осваивается, и я думаю, что и родители правильно оценят, чтобы дети пользовались вот этим интересным каналом Шаян ТВ. Ну, с нашей стороны, со стороны руководства республики, мы приложим максимальные усилия, чтобы доступность этого канала в республике, а потом через спутник уже в другие части нашей страны и за пределы, она была реализована. Но самое главное, начало есть, и все это будет успешно, если мы сумеем сделать наш канал интересным и востребованным. Шаян ТВ в эфире целый день во всех пакетах Таттелекома на 23-й кнопке в цифровом формате и 24-й на IPTV. Желаем нашим юным коллегам успехов. И продолжаем нашу программу анонсом программы сериалов ТНВ. Совсем запуталась.
Иди. Его выводят. Иди. Давай. Давай. Давай же. Что ты с ней сделал? Ублюдок! Я убью тебя! Отойди, Хасан. Дай мне с ним расквитаться. Султан! Султан! Аслан арестован после ужасного происшествия с Султан. У Лены исчезает цепочка с кулоном, подарок мамы. А Ксюша решает больше никогда не влюбляться. Ясмин, смотрите сегодня в 9:00. Динара Рахимова – талантливая певица и незаурядная личность. Вот и готовить она будет блюдо, рецепт которого вы точно не знаете. Название какое блюдо? Блюдо называется костырма. Это национальное наше блюдо. Секреты татарской кухни сегодня в 14:00 на ТНВ. Следует разделять профессиональный, любительский спорт и все-таки физическую культуру. Да. Ведь физическая культура – это даже тот предмет, который преподают в школе. Семья Мударисовых расскажет, почему для них важны путешествия, как растить детей без болезней и как жить в мире и согласии. Здоровая семья, мама, папа и я. Смотрите сегодня в 14:45 на ТНВ. Как работает реальная экономика? На ТНВ по понедельникам в 22:10. И вновь мы желаем вам доброго утра и продолжаем. Один крупный известный интернет-сайт провел опрос среди своих посетителей с одной только целью выяснить, какой возраст человека считается старостью. Самое интересное, что, как оказалось, это зависит от возраста самих опрашиваемых. 11,5% читательниц в возрасте от 20 до 25 лет полагают, что старость приходит сразу после 30. А вот 55-65-летние женщины уверены, что 30 – это еще молодость. А в основном все опрошенные от 20 и до 65 лет ответили, что старость наступает после 70 лет. И даже в 70 можно выглядеть великолепно, если ухаживать за своим лицом. И вот одна из новинок в сфере косметологии. Осенью нам всем не хватает тепла и солнца, и хочется побаловать себя. Для большинства женщин истинным удовольствием становится поход к косметологу. Совсем недавно появилась новая процедура – карбокситерапия, которая помогает справиться со многими возрастными проблемами кожи. Сейчас осень, почти уже зима, и это тот период, когда нужно активно кожу увлажнять. И это поможет ей восстановиться после осенне-летнего периода. И вы тем самым сделаете вашу кожу более красивой и будете себя чувствовать очень комфортно. Карбокситерапия – это омолаживающая методика с лечебным эффектом, в основе которой лежит введение под кожу пациента углекислого газа. Карбокситерапия позволяет избежать такого болезненного для многих этапа, как введение иглы под кожу. В этом случае углекислый газ попадает под кожу при помощи особенной маски, стимулирующей его легкое проникновение. Карбокситерапия не оказывает токсичного влияния на организм, имеет противовоспалительное и антисептическое действие. Метод универсален и подойдет для любого типа кожи. Есть возможность совмещать с другими методиками омоложения. Противопоказания к данной процедуре – это дерматиты, это какие-либо воспаления на коже очень сильного характера, это пиодермия, это псориаз. То есть при данных заболеваниях делать карбокситерапию нежелательно. Данная процедура делается один раз в неделю курсом 4-6 процедур. Также ее можно повторять раз в полгода. Процедура считается одной из самых эффективных по сравнению даже с классической мезотерапией. К тому же она намного экономичнее, ведь для ее проведения не требуется никаких дорогих препаратов. Эффект после данной процедуры заметен сразу. И вы себя сразу увидите с красивым цветом лица, потому что клетки у нас уже насыщаются кислородом, сосуды у нас уже очень хорошо себя будут чувствовать, и это будет очень заметно все на лице. И даже купероз с первого раза он может уже уменьшиться. С каждой новой процедурой эффект значительно улучшается. Главное обратиться к правильному специалисту, который не только проведет процедуру на высоком уровне, но еще и подберет правильный препарат и курс.
Да, уход за лицом – это, несомненно, очень важно и нужно, но уход за собой, своим телом тоже. Тем более есть очень простые способы, которые можно делать прямо дома. Ты, например, делаешь планку? Периодически. Посмотрим, как это можно делать легко и просто, и часто. Упражнение планка – одно из лучших для пресса. И не только для него. Оно помогает отлично прорабатывать мышцы плечевого пояса, спины, бедер и ягодиц. Сегодня мы предлагаем 5 вариантов этого чудо-упражнения. Планка из стороны в сторону. Исходное положение. Тело – прямая линия. Стопы поставим вместе. Ладони держим под плечевыми суставами. Поясницу держим ровно, не прогибая ее. Мышцы пресса подтягиваем. Ягодичные мышцы оставляем в напряжении. Не меняя положение корпуса, шагаем в сторону. 2 раза вправо, 2 раза влево. Положение планки не меняем. Живот держим в напряжении. Выполняем упражнение по 15-20 раз в каждую сторону. Планка с отведением ноги. Исходное положение не меняем. На выдохе отводим ногу в сторону, касаемся пола стопой на уровне ладони. Выполняем поочередно вправо и влево. Выполняем упражнение по 15-20 раз в каждую сторону. Планка со скручиванием с прямой ногой. Сохраняем положение планки. Подтягиваем колено к груди, на выдохе вытягиваем ногу вверх. Затем выполняем скручивание в противоположную сторону. Нога перпендикулярна корпусу. Ногу держим параллельно полу и возвращаемся наверх. Выполняем вправо и влево 15-20 раз на каждую сторону. Планка с касанием пола. Исходное положение. Упор на локте. Поясницу не прогибаем. Опускаем корпус в сторону, касаясь бедром пола. Возвращаемся в исходное положение и опускаемся на другой бок. Выполняем упражнение 15-20 раз на каждую сторону. Боковая планка. Исходное положение. Боковая планка. Стопы вместе. На выдохе прямой рукой делаем скручивание и заводим руку максимально далеко за спину. Возвращаемся в исходное положение. Выполняем 15-20 раз на каждый бок. Не опускайте планку, тренируйтесь и будьте в форме. Со стороны кажется, это так легко и просто, но на деле, на самом деле, не так-то. Это легко, но главное тренироваться. А мы продолжаем, и сейчас слово нашим юным экспертам. Сегодня они рассуждают про игрушки. Моя первая любимая игрушка енот Юко из мультика. А потом он потерялся. Я люблю играть с Черепашкой ниндзей. Дергаю за руку и за ногу, и он говорит: пицца, пицца. Я дома играю один, а ночью я кладу в шкаф отдыхать и спать. А утром я беру и иду в садик и опять там играю. Я люблю свою куклу Масу. Она не разговаривает. Я с ней играю в домике. Еще у меня есть медведь. Она с ним играет в дразнилки. Он живет в Березовке. Я люблю Человека-паука, Железного человека и щит, меч, пистолет и Черепашка-ниндзя, и Железный человек, и Железный человек. Я их несу на руках, играю с Димой и с Богданом.
С ними играют только мальчики, потому что они крутые. И девочки играют только в куклы. Не только работать, но и отдыхать. На сцене 16 ноября в Казани пройдет гала-концерт фестиваля работающей молодежи «Бизнес-заман. Наше время». И у нас в гостях Эльмира Ахметова, капитан команды отдела образования Мамадышского района Татарстана. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, лично для вас это творчество или работа? В первую очередь, это, конечно же, творчество, это отдых души. Но для меня это еще чуть-чуть работа, потому что я являюсь капитаном команды, поэтому мне приходится контролировать какие-то процессы, все организовывать, поэтому и работа, и отдых, творчество. В удовольствие, В удовольствие, да? обязательно, конечно, это в первую очередь удовольствие. А как пришла идея заняться творчеством? Творчеством я занимаюсь уже практически, наверное, с детства. Творческий человек, он всегда творческий. Да. Хотя творчеством заниматься может каждый. Любой человек, стоит только захотеть. И вот, знаете, хочется сказать огромное спасибо президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалевичу Миниханову и организаторам этого фестиваля за то, что они нам дают возможность рассказать о себе, об организации, о своем муниципальном районе. И, конечно же, показать свои творческие номера, именно творческие, качественные, эстетические свои номера на сцене, на главной сцене, скажем, Республики Татарстан. Ой, вообще замечательно. Ваша команда уже в финале. Да, уже в суперфинале. Поздравляем! Спасибо. Какой была дорога до финала? Как вы проходили все? Мы уже участвуем 6-й год подряд. То есть нас можно уже назвать ветеранами данного движения. Так. И самый первый год был самый сложный, потому что мы только узнавали, что это такое, что это за фестиваль. Ну а сейчас с каждым годом, конечно, тяжелее участвовать, потому что планка растет, номера все становятся еще лучше, качественнее, поэтому стараться приходится еще вдвойне, втройне. Нужно удивлять. Конечно, жюри всегда надо удивлять, но самое главное, знаете, что фестиваль этот, он же конкурс, мы все стремимся к первому месту, даже гран-при, завоевать самый большой титул. Ну, цель, конечно, да, должна цель быть. есть. Но самое главное, что у каждого участника в этом фестивале горят глаза. Ах, энтузиазм. Да, это дружба, во-первых. Мы начинаем друг с другом общаться. И вот это ничем не заменить, даже никаким местом даже нельзя заменить, наверное. А вот скажите, с какими номерами вы выступаете? У вас один номер или какой-то сборный блок номеров, может быть, что-то? Мы выступаем в общекомандном зачете, поэтому мы должны принять участие в каждой номинации. Буквально вот вчера мы показали уже с утра визитную карточку, которая называлась «От Парижа до Мамадыша». Так, ага, интересно. Да, очень интересно. Мы рассказывали, как француз, педагог из Сорбонна влюбляется по телевизионной версии в девушку из Мамадыша, приезжает в Мамадыш, потом влюбляется в Мамадыш и остается жить у нас. Зачем ему Париж, если есть Мамадыш? Он говорит, да, практически так. Зачем мне в Париж? Я выбираю Мамадыш. Никогда я себя еще не чувствовал таким лишним в этой студии. Как вы Ну что ж, нашлись? спасибо огромное вам, что пришли к нам в студию, просто зарядили нас энергетикой, удачи вам, побед, и, конечно же, пусть у вас, вашим ребятам всегда сопутствует успех. Я же стихами как-то заговорила. Спасибо огромное. Успех нам Желаем сейчас успехов вашей команде, не удачи, а именно успехов. И мы продолжаем. И сейчас у нас афиша городских событий. Информация для всех, кто не знает, чем заняться на досуге. В Казани начала работу выставка «Красота Профессионал», на которой в течение 3 дней парикмахеры, визажисты, мастера ногтевого сервиса будут демонстрировать свои достижения. Кроме этого, выставка – это возможность познакомиться с новинками бьюти-индустрии в косметологии, эстетической медицине, профессиональной, лечебной и декоративной косметике и других сферах. В день 130-летия великого авиаконструктора всех, кто неравнодушен к авиации, сегодня ждут в кинотеатре «Мир» на бесплатный показ фильма «Туполев». Можно будет увидеть архивные материалы, запечатлевшие рабочие моменты из жизни Андрея Туполева, испытательные полеты, воспоминания его коллег. Торжественные мероприятия пройдут также в КНИТУ КАИ, а для всех жителей города будет доступно посещение музея его имени. Первый в мире международный танцующий симфонический оркестр «Конкорд Оркестра».
представит казанским зрителям новое шоу «Симфонические рок-хиты». Программа «Крылья Грифона». Популярные композиции таких легендарных групп, как Queen, Scorpions, Metallica, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana и многих других зазвучат еще более мощно и интересно. А сейчас продолжение гороскопа. Весы. Сегодня, вероятно, упадок сил, резкая смена настроения, приступы раздражения. Обратите внимание на свое здоровье. Нет, не страшно. Скорпионы, сегодня не конфликтуйте с близкими, иначе скандалы затянутся надолго, и вы окончательно испортите отношения с ними. Терпите, скоро все встанет на свои места и воцарится спокойствие. Стрелец. Неблагоприятный день для здоровья. Вероятно, ухудшение самочувствия. Не исключены нервные стрессы из-за мелких ссор с любимым человеком. Козероги, сегодня нельзя проявлять суетливость. Помните, поспешишь, людей насмешишь. А еще не забывайте, что ваше обаяние может творить чудеса. Водолей. День откровений, очищения мыслей, хотя не исключены сложности в финансовых или юридических вопросах. Во второй половине дня вас ожидают приятные хлопоты, связанные с поездкой. Рыбы. Вероятно, неудачная покупка. Также рекомендуется избегать шумных компаний и застолья. Зато велика вероятность нового знакомства или романтических приключений. Наша программа завершается, а вот что мы покажем вам завтра. Создаем гармоничный интерьер. Как правильно выбрать и разместить источники света. Приятного аппетита! Новый кулинарный рецепт в вашу копилку. Форма. Занимаемся просто и с пользой. И на этом мы завершаем нашу программу. Пусть эта среда подарит вам только хорошее настроение. И, конечно же, с вами были сегодня Асоль Мухамедянова, Рустем Каримулин. Увидимся завтра в 8:10 утра на ТНВ. Мы вас любим. Всем пока! Черное озеро. По будням в 21:00.